Кто был в музее Отечественной войны на Октябрьской площади, те, кто ходил, те видели и помнили, и знали войну такая, в принципе, какая... И фотографию эту видели? Да. И было написано неизвестно, да. Но очень четко да. было видно, да, А теперь... лицо Маши Брускиной, и все хорошо понимали, так сказать, что это висит еврейка, ну, страшные такие слова, да. А теперь вот что я хочу сказать о музее. Я много раз там бывал уже, успел побывать в новом музее. Я все-таки хочу дождаться, когда будет нормальный музей, когда будет нормальная экспозиция. Каждый раз, когда я хожу по этому музею, у меня такое чувство, что я поел несоленого супа без специй и жира, понимаете? Я просто попил воду какую-то отвар, и все, понимаете? Я для сравнения был в Смоленском музее Отечественной войны, 8 залов. Понимаете, там смотришь, там слезу прошибает, когда глядишь. У нас как какая-то вот развлекалочка, как вот этих вот детских игр компьютерных. Понимаете, никаких чувств. Зал, где уничтожено, который посвящен уничтожению каждого третьего жителя Беларуси, там только если поднимешь голову, увидишь, что, да, действительно, этот зал посвящен геноциду белорусского народа. Понимаете? То есть, вот это вот наплевательское отношение к нашей истории. Бесы не тут будь помянуты, да. ховаются в деталях, как мы знаем. Да. Поэтому Маша Брускина и вот эта статуэтка Владимира Щербацевича во всей этой вот музее, это только маленькая такая вот кусочек. Упаси Бог, мы не трогаем память героя подполья, а вот те, кто вот так вот извратили, да? Рассказываю. У меня моя коллега, фактически внучка, ну не прямая, а братьев Синько. Это подпольщики, которые были убиты. Фильм «Руины стреляют в упор», там они одни из главных ролей играли, вот эти братья Синько. И вот когда сделали новый музей, она, типа, уже, знаете, надо же посмотреть, как ее дедов там изобразили. Обошла музей, не нашла. Потом, когда уже спросила, где здесь зал подпольщиков, ей показали комнатушку. Комнатушку, я говорю, это не зал, это комнатушка. В обыкновенной квартире комната больше, чем вот это зал, который посвящен 6000 подпольщикам и 1000 убитых людей, которые были в Минске. Комнатушки висят несколько, там сотни, ну, меньше даже сотни, там полсотни фотографий висит, и все. А у нас было в Минске 90 подпольных групп. И этих, групп. Было 6000 человек в подполье состояло. И вот эта комнатушка, там смотреть не на что. Вот это вот так опустили наше Минское подполье. У меня есть, сохранились фотографии со старого музея. Там зал был метров 10 в длину, если не больше. Все стены были утыканы фотографиями. И я когда переснимал эти фотографии, я смотрел, чтобы у меня симка выдержала, потому что у меня не хватало памяти симки, столько там было фотографий. Вот когда я их копировал, если переснимал, я еще переснял туда, потому что знал, что музей уберут, и я его больше не вижу. А теперь вот уже смотришь, или смотреть не на что. Ну, люди моего поколения все в старом музее были, как бы, школы все туда водили, все мы его прекрасно помним, так. Очень многие говорят, что деньги вложены колоссальные, а пустую. Вообще непонятно. Ну, сказано о нынешнем музее подполковником запаса товарищем Плавинским к вниманию идеологических властей нашей суверенной республики. Наверное, не угадали. Диктуют музыку, заказывают музыку, опять же, институт истории, а не власти. Национальная академия наук, естественно. Да. А власти полагаются на компетентных специалистов, да, как положились на них в вопросе Куропатского фейка. Ну вот, собственно, мы начали освещать сегодня вопрос затаптывания памяти Маши Брускиной, и неизбежно
пришли вообще к вопросу извращения исторической памяти. Год защиты исторической памяти уходит. Мы надеемся, что власти республики, как сейчас проходит зачистка во многих областях после событий 2020 года, доберутся и до этого вопроса. А чисто Маши Брускиной затем во второй серии этого нашего ролика я уже прямо по тексту зачитаю красивое последовательное описание, которое Александр Степанович нам дает на письме о всех перипетиях, которые предшествовали ее вроде официальному признанию, которое по факту по сей день саботируется, а кем, как и почему, на это у нас есть органы госбезопасности. До новых встреч! До новых встреч.